С каждым годом каменные свидетели истории ингушского народа разрушаются все сильнее. За территорией некоторых башенных комплексов тяжело ухаживать в силу их труднодоступности. И тем не менее выходцы из этих мест периодически проводят субботники, где по мере возможности расчищают тропы и убирают лишние деревья. А у меня такое пожелание ко всему населению и туристам. Если они посещают любой комплекс в Горной Ингушетии, это вся Горная Ингушетия, это наследие, ингушское наследие, это наше общее наследие, касаемо Волнушки, Эгикал, Хамхи, Таргил, Эрзи. Это все наследие ингушского народа, поэтому относиться бережно ко всему этому. Комплекс Бирг находится совсем недалеко от знаменитых Вовнушек, но все же туристы сюда редко поднимаются, поэтому тропа не утоптанная, а деревья и кустарники уже давно живут своей жизнью, вдали от людских глаз. Самые большие разрушения причиняют именно деревья, которые постепенно расшатывают камни в кладке строений. Здесь находятся захоронения, которым уже несколько веков. Адваш таурден за сатсума ватсус адена долг это качус долг дин сюда воинскер дин сакиоле сюда дин пава и ея ханцун сюда хадан дото аздой дин хансто дагж дин сунжи дагж галаш багж б. Наравне со взрослыми территорию своих родовых башен очищает и молодежь. Знать, где находятся твои фамильные строения, и регулярно посещать их. Вот к чему призывают собиравшиеся здесь участники субботника. Я думаю, что это очень важно, потому что это помогает не забыть, откуда ты, свой род и свое предназначение. Каждый должен, как по мне, это делать, приходить, знать свою историю, знать, откуда ты, в конце концов. Человеку при жизни нужна башня, а после смерти склеп. Именно так говорили наши предки. И наша задача сегодня следить за тем, чтобы эти уникальные строения не разрушались под влиянием различных факторов. Захоронение, могилы, просто со временем все заросло, и деревья, и листва, природа свое забирает. Вот наша цель навести здесь порядок и дать хорошую мотивацию для подрастающей молодежи. Прошлый субботник, который мы проводили во благо сохранения вот именно этого склепа на ингушском Мялхаркеш. Этот родник был направлен вот на основании этого склепа, и он смыл нижнюю часть фундамента. Как бы раньше фундаменты не строили, были у основания заложены большие камни. На прошлом субботнике мы перевели русло этого ручейка и восстановили фундамент этого склепа. Внести посильный вклад в заботу об экологии может каждый. Поднял брошенную кем-то бутылку или фантик, и уже на душе легче. А если каждый, кто посещает горы Ингушетии, будет соблюдать это правило, то наш регион может стать одним из самых экологически чистых в мире. Тамерлан Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24.